Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 17 июня. Это пятница. Смотрим все знаки зодиака на вот такой колоде. Называется она «Цыганский пасьянс». Так, поехали. Овны первые. 17 июня. Пятница. События для овнов. На пятницу. Так, смотрим, овны, что у вас. Приглашение выпадает у вас. Первое событие. Болезнь выпадает, череп. Болезнь показывает плохое самочувствие или посещение медучреждения. Яблочко, слезы. Успех. Корона – это обращение к какому-то специалисту, какому-то человеку, очень важному, влиятельному. Может, например, быть врач. Да, то есть, если это больница, это врач. Змея показывает завистливого человека в окружении. Так, смотрим с вами горизонтали. Что здесь? Горизонтали не вижу, вертикали. Вертикали не вижу тоже. Значит, смотрите, у вас получается приглашение, да, то есть вас куда-то пригласят. У вас тема здоровья будет актуальна в этот день, здоровье медицины, успех, общение с каким-то представителем закона власти, слезы и общение со змеей, да, то есть завистливым человеком. Вот такие события, овны. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к тельцам. Тельцы. Смотрим, что у вас. 17 июня. Июня, тельцы. Ключик. Первое у вас событие. Ключик — это все в ваших руках. Слезы. И могут быть и слезы радости от того, что у вас все получается. Есть также новость. Может прийти какая-то новость. Шарики подсказывают хорошая новость, да, то есть это какая-то очень радостная, да, возможно, вот слезы радости. И, может быть, эта новость вам поможет, например, откроет перед вами какие-то двери, да, ключ рядом выпадает. Маску нельзя.
Смотрим, смотрим, что здесь. Корона. Общение с каким-то профессионалом, специалистом. Чек очень важный. Так, здесь нет, нет, нет. Ну, здесь нет совпадений. Смотрите, получается у вас общение с представителем закона власти, получение новости, слезы. Ну, я думаю, слезы радости, потому что все другие события хорошие. А новости, хорошие новости. Все в ваших руках, да, поэтому слезы, наверное, будут у вас слезы радости, а не грусти. Вот такие события у вас хорошие выпали. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к близнецам. Близнецы, 17 июня, пятница, события дня. Покажите мне для близнецов. Так, близнецы, что у вас тут разлетаются? Близнецы. Сейчас посмотрим. Сразу первое — обман. События, предупреждения. Колокольчик, пустые разговоры. Может быть, в разговорах вас обманут, да, что-то расскажут, какую-то неправдивую историю. Подарок. Победа. Время. Нужно будет следить за временем. Смотрите, у меня еще упали карты, когда я мешала. Вот, то есть, когда падают карты, разлетаются, всегда показывают, что мы торопимся, да, то есть куда-то спешим. Поэтому, возможно, да, будете куда-то опаздывать. Цыпленок — это событие, связанное с детками в этот день. Возможно, победа у детей будет, как вариант. Может даже так проиграться. Ключик показывает все в ваших руках в этот день. Решится какое-то дело, ножницы, благодаря ключику. Выбор. Колебания или-или. Змея нельзя. Приглашение нельзя, потому что зафиксирована карта. Здесь нет, и здесь нет карты. Смотрите, что получается у вас. Вы стоите перед каким-то выбором. Происходит обман. Не знаю, иногда бывает даже, что вы можете обмануть. Да, то есть вы, либо вас. В общем, может быть какой-то обман. Пустые разговоры. Победа. Общение с детками. Подарок. Следите за временем. Ключ показывает, что все будет, да, удаваться, получаться. Даже вот если будете опаздывать, все равно, да, вот как-то все так выкрутится, что вы успеете по ключику. И решится какой-то вопрос. Да, возможно, вы получите какую-то победу в этот день. Вот такие события, близнецы. У вас тут одно предостережение, только обман. Будьте осторожны. И время. Обман и время. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Так, раки, смотрим, что у вас. — 17 июня,
События для раков. Общение с другом, подружкой будет. Угу. События вот еще пропустила. Может быть, на событии встретитесь с друзьями. На каком-то событии. Дорога. Новости. Застолье. Смотрите, в пятницу точно будет какое-то мероприятие, событие, застолье. Скорее всего, вы туда будете ехать. Конфликт еще может быть очень серьезный в этот день. Якорь показывает, что вы где-то заякоритесь, да, то есть долго проведете. Скорее всего, на застолье много времени, да, в одном месте проведете. Так, смотрим периметр. Победа. Конфликт, победа. В конфликте вы победите. Хотя, я считаю, в конфликте не бывает победителей. Ну, у вас так выпало. Удача. Удачное будет застолье. Еще может быть деловое общение. Смотрите. Может, кстати, проиграться деловое общение где-то, например, в кафе, в ресторане. Да, то есть вы можете где-то общаться и удачно как-то посидите. А отдельно будет событие. Да, то есть застолье, может, это не событие, а еще отдельно будет какое-то, где-то вы время проведете. Здесь нет. Смотрим, значит, у вас очень много событий, называю по очереди. Первое событие будет у вас, да, у кого-то среди друзей, родни, какое-то мероприятие, показывает, что будет общение с друзьями, будет поездка, будет новость, будет деловое общение, удача, везение вам будет сопутствовать в этом общении, и, возможно, это будет где-то, да, в каком-то месте, где можно будет пообедать, поужинать. Дальше может быть конфликт серьезный, 2 меча, победа. Хотя, может быть, конечно, в вашем случае конфликт, это не конфликт будет, а 2 меча, это соревнование, может быть, еще как вариант, да, то есть когда есть я и кто-то, да, и мы вот соревнуемся. Победа показывает ваша. И якорь, это вы где-то проведете много времени в одном месте, не знаю, то ли на застолье, то ли на событии. Заякоритесь вы. Вот такая у меня информация для вас, раки. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к львам. Так, левушки. Июня, пятница, события дня. Что у вас, левушки, ничего я не вижу.
Так иногда бывает. Нет. Внутри не увидела. Смотрю периметр. Если вы вдруг увидели, пишите мне, я вам напишу обозначение. Ну, хотя тут они подписаны, но если вам вдруг непонятно, не видно, тогда я вам напишу. Так, смотрите, есть слезы. Нашла вам слезы. Дальше смотрим. Здесь нет, здесь нет. Нет. Верность есть, показывает. Верность — это гармоничные отношения в паре. Да, то есть если у вас есть пара, все будет хорошо в этот день. Нет. Нет. И еще есть приглашение. Вот у вас 3 события получается. Слезы, но это могут быть и слезы радости, то есть это не обязательно слезы грусти. Слезы, приглашение и верность. Может быть, любимый человек куда-то пригласит, да, как вариант. Так что, Левушки, вот такие у вас события выпадают на пятницу, да, то есть очень мало, ну, сколько уж выпало. Благодарю за внимание, перехожу дальше к девам. Так, девы, смотрим, что у вас 17 июня. Пятница, девы, 17 июня. Нерешенное дело. Какой-то у вас может быть в пятницу деловая встреча. Может быть, на деловой встрече, да, не удастся решить какой-то вопрос. Застолье. Общение с представителем закона власти. Змея. Завистливые люди в окружении у вас будут. Змеи. Время. Нужно будет следить за временем. Возможно, у вас встреча с вот этим человеком на определенное время. Обычно это какие-то специалисты, да, то есть какие-то очень важные люди. Общение с другом или общение с другом на определенное время. Так, яблочко нельзя. Проверяем, что здесь. Гости есть у вас. Смотрите. Гости на определенное время. Друзья, возможно, будут в гостях ваши. Приглашение. Вас пригласят в течение дня. Подарок нельзя. Тут у меня зафиксировано. Значит, смотрите, получается, есть какой-то нерешенный вопрос в этот день. Будет деловая встреча,
Да, возможно, вот вы планировали что-то решить, но, скорее всего, Нара не решится, потому что выпало, говорит, нет, не получается решить. Может быть застолье, оно может быть связано вот с гостями, да, то есть застолье, общение с представителем закона власти, завистливые люди в окружении, общение с другом-подружкой на определенное время, гости и приглашения. Так что вот такие у вас события. Видите, вы тут и отдохнете хорошо, да, и какие-то еще дела попытаетесь решить. Я надеюсь, что вы их решите, да, что это нерешенное дело не проиграется. Вот такая информация у меня для вас делает. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок будут у меня во второй части. Ссылочка будет под этим видео в описании на вторую часть. Или еще можно в комментарии мне оставить запрос, и я вам в комментарии оставлю. Жду вас во второй части.